أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. В этой серии мы с соизволения Аллаха поговорим о степенях рая и ступенях ада, о стражах рая и адских стражах. Сейчас давайте начнем со степеней рая. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который находится в Сахихе Аль-Бухари: того, кто уверовал в Аллаха и его посланника, выстаивал намаз и постился в Рамадане, Аллах обязательно введет в рай, вне зависимости от того, переселился ли он на пути Аллаха или оставался на той земле, где родился. Его спросили: «О посланник Аллаха, не оповестить ли нам об этом людей?» Он ответил: «Поистине в раю есть 100 степеней». О Аллах, 100 степеней. Представь себе эти степени. 100 степеней. Представь себе. Это степени. Поэтому пусть тот, кто поклоняется Аллаху и увеличивает свое поклонение, увеличивает свое повиновение Аллаху, пусть знает, что это увеличение и старание не пропадет напрасно. Каждый раз, как ты увеличиваешь это поклонение, возрастает твоя степень. Ты думаешь, что расстояние между этими степенями незначительное? Нет, наоборот. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине в раю есть 100 степеней, которые Аллах приготовил для муджахидов на его пути, и между каждыми двумя степенями расстояние, равное расстоянию между небом и землей». Посмотри, как далеко от нас небо. И расстояние между двумя соседними степенями подобно расстоянию между небом и землей, между каждыми двумя соседними степенями. И всего степеней 100. Представь себе разницу между первой степенью и 10-й. Или между 20-й, 50-й или 60-й. Это большое, огромное расстояние, о котором знает только Аллах Свят Он и Велик. Такова эта разница. И если кто-то старается, кто-то стремится приблизиться к Всевышнему Аллаху, поэтому есть люди, которые учат наизусть Коран, есть люди, которые по ночам постоянно сидят и читают Коран, выстаивают ночи в намазе, есть люди, которые всегда делают намазы в мечетях, приходят рано на намаз в мечеть, есть те, кто читает азан, есть очень много благих дел, например, помощь беднякам, есть люди, которые совершают много благих дел. И эти дела не пропадут и никуда не денутся. Люди различаются друг от друга в своих делах, и есть много степеней. Поэтому у человека должна быть великая цель, чтобы он что? Достиг высокой степени в раю. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если просите Аллаха, просите у него фирдаус. Просите у него, поистине это середина и высшая степень рая. Над ним трон милостивого, и от него берут начало райские реки». Фирдаус, как говорят ученые, это холм на самой вершине рая. Все остальные райские сады находятся сбоку от него и снизу. Это вершина рая, и просите у Всевышнего Аллаха высшего фирдауса. В Сахихе Аль-Бухари приводится, что мать Харисы ибн Сураки спросила пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: «О пророк Аллаха, не расскажешь ли ты мне о Харисе? А Хариса был убит в день Бадра стрелой. Если он находится в раю, то я буду терпеть. Если же нет, я буду горько плакать о нем». Он ответил: «О Хариса, поистине в раю есть сады. Это не один сад. В раю есть сады, и твоему сыну досталась лучшая часть фирдауса, высший фирдаус. Это цель. Когда кто-то добивается высших степеней рая, особенно высшего фирдауса, так держитесь. Я обращаюсь в первую очередь к себе. Давайте держаться и стараться стать одними из обитателей высших степеней рая, из обитателей высшего фирдауса. Так же, как в раю есть степени, в аду есть ступени.
Это относится к справедливости Аллаха Свят Он и Велик. Всевышний Аллах говорит: «Воистину лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. Они будут на самом низу ада. Это будет самая худшая, самая низкая ступень ада, ступень, на которой будет больше всего мучений». И к справедливости Аллаха Свят Он и Велик относится то, что не все обитатели ада будут равны между собой. Не все они попадут в ад и получат одинаковое наказание. Нет, каждый получит наказание в зависимости от своих дел. Каждый в зависимости от своего куфра, неверия, в зависимости от своего лицемерия, в зависимости от своей несправедливости, в зависимости от своих грехов и прегрешений. Чем их было больше, тем больше будет мучений. Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, как об этом приводится в Сахихе Аль-Бухари: «Ты никак не мог помочь своему дяде? Он ведь защищал тебя и гневался на твоих обидчиков». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Он окажется в едва теплящемся огне, и если бы не я, он был бы на нижайшем уровне огня, на неглубоком огне». Неглубокий огонь — это, например, как вода, которая доходит до щиколоток, то есть небольшая часть его находится в огне, а то бы он был на самом низу ада. В этом и состоит различие, то есть на самом деле в аду есть степени. Есть люди, у которых огонь касается только их ног или, возможно, доходит до коленей и до живота, а у других людей огонь охватывает все их тело. Так пусть человек будет осторожен. Какой-то один грех может оказать влияние, один грех может все изменить. Пусть человек не относится к грехам с пренебрежением. У некоторых людей есть определенные грехи. Когда он их совершает, он чувствует отчаяние и говорит: «Брат, все уже испорчено и так». И после этого делает другие грехи. И забрасывает поклонение и ваджибы, обязательное. Он говорит: «Брат, у меня есть такой-то грех, и еще такой-то большой грех. Все уже испорчено и безнадежно». Нет, как минимум, даже если у тебя есть грехи, не увеличивай их число. Пытайся удерживать себя как только можешь от любого рода грехов. 10 грехов или 100 — есть разница. Не относись с пренебрежением к греху и не принижай наказание Аллаха. Также в аду есть стражи, ангелы. Эти адские ангелы называются Забания. Всевышний Аллах говорит: «Мы же позовем адских стражей». Забания. Всевышний Аллах также говорит: «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня. Защищайся сам и защищай свою семью от огня тем, что поклоняешься Аллаху Свят Он и Велик, подчиняешься Ему и избегаешь грехов. Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни». Аллах. Растопкой которого будут люди и камни. Над ними есть ангелы. Каково их описание? Суровые и сильные. Суровые, очень суровые и сильные. Они не щадят и не проявляют милость. Никогда. Несколько дней назад я смотрел одно видео, которое произвело на меня большое впечатление. Видео, которое показывало, насколько преступным может быть человек. Люди привели одного старика, женщину и ребенка. Это было в одной африканской стране. И вот группа людей начала их сожжение. Они сжигали их заживо. Это видео длилось примерно 6-7 минут, когда происходило это сожжение. Они поместили их в неглубокую яму, поставили древесные волокна и листья и приступили к сожжению. И каждый раз, как эти трое пытались выйти из этой ямы и спастись от огня, люди, которые были рядом, били их и бросали их обратно в яму. Взгляни, каким преступным может быть человек. Посмотри на несправедливость человека. И подобные люди, которые убивают и мучают других, окажутся одними из первых, кто зайдет в ад и получит в нем наказание. Их наказание будет больше, чем у других. Но в целом, идея, которую я усвоил и которая пришла ко мне после просмотра этого видео, как они стараются убежать от огня этого мира. А те люди все возвращали и бросали их обратно в огонь, не давали им сбежать. Так что ты думаешь об огне в Ахирате, когда люди, неверующие, тираны и притеснители из числа обитателей ада, будут пытаться выйти из огня, будут стремиться выйти из него, но там будут адские стражи, как сказал Аллах Свят Он и Велик, суровые и сильные. Они никому не позволят выйти, никто не сможет сбежать. Ты представил себе это положение? Представил, насколько все это серьезно? Суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. Все. Им было велено удержать этих людей в аду, мучить их в огне, потому что они этого заслужили. Значит, они никогда не отступятся от повеления Аллаха. Аллах Свят Он и Велик говорит: «Она, то есть гиенна, готова разорваться от ярости. Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель? Эти стражи спросят обитателей огня: разве к вам не приходил увещеватель? Почему же тогда вы пришли в ад? Почему вы не поклонялись Аллаху? Почему вы не подчинились Всевышнему Аллаху?» Еще хотелось бы упомянуть главных адских стражей 19.
Как сказал Аллах, свят он и велик, их ангелов над ней 19. Это главы адских стражей, а самый главный над ними — это Малик, хранитель ада. Аллах, свят он и велик, говорит, что обитатели ада вас зовут: «О Малик, пусть твой Господь покончит с нами». Они обратятся к Малику, чтобы он выступил в качестве посредника между ними и Аллахом, свят он и велик. Они просят, пусть Аллах или облегчит им их мучения, или пусть они умрут и отдохнут от этого наказания. Таковы ступени ада, и таковы адские стражи. Я прошу Аллаха, свят он и велик, защитить нас и наши семьи от наказания в аду. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر. В раю также есть ангелы. Это хранители рая. Как мы знаем, ангелы были сотворены из света, нура. Как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ангелы были сотворены из света. Этот хадис находится в сборнике имама Муслима. О Аллах, представь, что ты увидишь стражей рая. Что ты тогда почувствуешь? В тот момент ты поймешь, что будешь в раю. Ты поймешь, что оказался одним из счастливых людей, из богобоязненных, из тех, кто обретет успех в день воскресения. Аллах, свят он и велик, говорит: сады Эдема, в которые они войдут. Ты зайдешь в рай вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. О Аллах! Эти ангелы, хранители рая, будут входить к ним через любые врата, а тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай. Когда они приблизятся, и его врата распахнутся, его стражи скажут им: «Мир вам, вы были хороши, войдите же сюда навечно». О Аллах! Стражи рая скажут тебе: «Салямун алейк». Это будут слова, обращенные к обитателям рая. «Салямун алейкум», «Мир вам, вы были хороши, ходите же сюда навечно». Что может быть прекраснее этого? Что может быть лучше этого? Я прошу Аллаха, свят он и велик, сделать нас из числа обитателей рая и из тех, кто увидит райских стражей. В следующей серии мы поговорим о величине огня и его глубине, а также о ширине рая и его дворцах. На этом все, и Аллах знает лучше, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا